Днем, рабочий день, по городскому телефону нам позвонили, спросили руководителя, я представилась, и незнакомые лица представились, что они Центр по защите прав потребителя. Ну, естественно, сразу же возникли вопросы, да, что Центра защиты потребителя такого нет, центра. Ну, вопросы, конечно, задавать не стали, просто спросили, что вы хотели. Нам было сказано, что будет проверка 27 числа, то есть нам позвонили ранее, да, что через несколько дней у вас будет проверка, и если у вас в вашем уголке потребителя не будет указанных брошюр, и были перечислены брошюры, там в количестве 5-6 штук, за каждую брошюру, за отсутствие брошюры будет административный штраф наложен в сумме 3000. И в избежание, если у вас этих брошюр нет, у нас, естественно, этих брошюр нет, потому что, в принципе, они не должны вообще быть в наличии. Если у вас нет этих брошюр, то вы можете заказать эти брошюры у нас. И был указан номер телефона, сказали, что перезвонят с этого телефона, это их бухгалтерия. И они предоставят нам эти брошюры за отдельную плату. Каждая брошюра будет стоить 2000. Нам необходимо, рекомендовано было оплатить эти 2000 за каждую брошюру. И к нам приедет курьер, привезет эти брошюры, чтобы мы прошли спокойно проверку, без всяких препон, скажем так, без наложения штрафа. Ну, естественно, мы положили трубку, нам перезвонили потом с другого телефона, представились в бухгалтерии и пытались уже завязать с нами разговор для того, чтобы мы перечислили деньги. В общем, мы сказали, что мы обратимся к нашему юристу и уже продолжим диалог. Ну, в общем, в принципе, вот и вся история, да. Естественно, было понятно, что это были мошенники, что они хотели застать нас врасплох, что они хотели с нас просто-напросто поиметь деньги. И, конечно же, рекомендации ко всем предпринимателям, ко всем магазинам, ко всем организациям, которые работают с покупателями, если это будет касаться именно уголка покупателя. Еще раз проштудируйте, посмотрите, что должно быть у вас в уголке покупателя. В принципе, там не так много информации и не так много материала должно быть в уголке покупателя. Это все можно оформить буквально там за несколько часов. Вся литература продается во всех книжных магазинах, скажем так, да, все доступности. И на такие звонки, конечно же, в первую очередь не теряться. И если у вас все хорошо, если действительно вы законопослушные, скажем так, то у вас никаких проблем не может быть. Если вам поступил какой-то звонок по транспорту, по тем же самым брошюрам, по вообще любому вопросу, в первую очередь поинтересуйтесь, если вам эта фирма неизвестна, спросите ИНН, спросите, как эта организация называется. Возьмите, сейчас век технологий, посмотрите в Гугле, посмотрите ИНН, пробейте, и там выйдет эта организация. Если эта организация действительно существует, обязательно есть юридический адрес и телефон. Обращайтесь сразу туда.